Плов у нас очень много есть. Даже если я вот так пересчитаю, мне кажется, что времени очень много пройдет на это. Но мне старые повара, которые вот учили меня работать, они говорили где-то под 100 пловов азербайджанских. Она готовится и в лаваше, и в курице, и в целиковом баранине, в тандыре. Ну, много видов. Один из них хочу сегодня приготовить для вас. У нас в Азербайджане плов готовится немножко по-другому, чем в Средней Азии. У нас отдельно рис готовится, отдельно ее начинка. Я два плова смесил в одну, вот так скажем. Будет шах-плов и начинка будет с курицей. Шах-плов это наше традиционное блюдо азербайджанское. Рис готовится отдельно, кипит в воде. И потом мы ее ставим в лаваш, в кастрюлю. И она, когда бывает в готовом виде, она бывает как наподобие торта. Чыгыртма плов, вот такая называется, из курицы готовится. Если перевести на русский язык, плов с курицей, вот что у нас такое. У нас готовится основном с курицей, с яйцами, с помидорами и с луком. Она как будто жарится все вместе. И подается можно ее так, без плова. Но в некоторых, вот у нас когда бывают праздники, некоторые вот наши азербайджанские там национальности есть, там, например, есть евреи горские, которые у нас живут, есть талыши, которые у нас очень давно, да, они в Азербайджане живут. Из-за этого у каждой национальности, вот так, которые очень давно живут в Азербайджане, у них есть свое традиционное блюдо. Это блюдо они готовят чисто талыши. Курицу вот нужно разделать не на слишком крупные куски, средние, чтобы когда при подаче она была еще красивая и гости это самое, как не было им трудно кушать, чтобы удобно было. Кожу нужно удалять, потому что с кожей она нехорошо жарится. Кожа мешает. Может быть, кожа сверху пожарится, а мясо остаться немножко там сырым, можно сказать. А я буду ее варить минут 10-15 для готовки этого курицы. Кожу можно использовать на фарш какой-нибудь дома, если дома делать куриные котлеты. Такими кусками, не слишком мелкими, можно порезать ее. Я люблю курицу разделывать, что все часть, когда гость кушал кто-нибудь, он заметил, что он кушает, какую часть именно. За это мне нравится курицу разделывать по части, чтобы гость знал, это спинная часть, это грудинка, не как попало. Курицы хватает на 5 человек, сытно покушать и даже может там остаться немножко. Вот я сейчас поставлю воду, чтобы она подогрелась. Вкусно. Сейчас вот мы начинаем резать лук для жарки курицы. После, когда она скипит, чтобы немножко ее пожарить с луком, чтобы аромат лука была в курице, вот так скажем. Попку отрезаем по-любому. Небо такое нужно работать. Лук, когда побольше бывает, она бывает вкусная. Когда она жарится, у нее вкус меняется, бывает сладким, вот таким. А сладкие сочетаются с курицей, там, с яйцами. Пока поставим сюда ее на время. Все, сейчас вода скипела. Куда пошла? Сейчас поставим ее немножко, чтобы отварилась. Минут 10-15 максимум. Помидоры вот должны пожариться с курицей. Без кожи, конечно же. То же самое отрезаем пупок. Помидоры нужно резать дольками. Я всегда, когда готовлю, бывает там, если помидор, я всегда ее кожу снимаю. 1-2 штуки помидоров хватает на это. Вот такого размера среднего. Нам нужно обязательно вот пену собрать. Вот из-за этого мы курицу немножко отвариваем.
А вот бульон, который вот мы сейчас пользуемся с ним, да, готовится курица, можно ее вечером дома чисто суп приготовить. А для бульона чуть-чуть добавляем куркумы, чтобы цвет красивый был и аромат. У нас в Азербайджане говорят, хороший повар должен быть и не только поваром, и художником. Хороший повара у нас так считается. И должен хотя бы историю Азербайджана знать, чтобы он почувствовал народ свой. И вкусно приготовил, конечно же. В Иране в рис добавляют, у них с нашим пловом что отличается. У них в рис много чего добавляют. Там специи у них какие-то необычные бывают. Ну, если так посмотреть, можно сказать, одинаковый плов у нас с Ираном. Сейчас добавим немножко оливкового масла слегка. Лук нужно вкласть в холодную сковородку, потому что она должна золотистого цвета пожариться. Если сковородка бывает очень горячая, тогда лук нехорошо тушится. Она половина сгорает, половина бывает красного цвета. Из-за этого нужно добавить ее в холодную сковородку. И чуть-чуть соль добавить, чтобы она хорошо потушилась. Это моя мама всегда так не учила дома делать. А сейчас нужно немножко для аромата сливочного топленого масла сверху. Там 2 столовые ложки хватает. Вот потихоньку она жарится. Сейчас немножко бульончика добавим чисто для аромата. И чтобы хорошо тушилось. У нас в Азербайджане, конечно, женщина готовит. Но раньше, 90-е годы, когда еще был маленьким, у нас кто работал поваром в Азербайджане, например, семья моя, например, наш род, в роду у нас нету повара. Только покойный с маминой стороны отец, он готовил. Он поваром был чисто вот так. Кому-то помочь, приготовить, там, поминки, свадьбы, что такое. А повар у нас нехорошо, да, смотрели, что он говорил, это не мужская работа. И потом я работал мясником в 98 году. И так случилось, я чисто случайно попал в кухню. И смотрю, у меня получается потихоньку. Потом стал поваром работать. Сейчас вот вытаскиваем курицу. Уже она созрела, можно сказать, для еды. Много не надо ее, чтобы она вскипела, а то она развалится, когда будет она подаваться к столу. Если схоже, отварили бы мы ее, такой прозрачный цвет не был бульона. Когда кожа варится, курица, цвет бульона не бывает прозрачным, она бывает мутным немножко. А для бульона, для супа отличный цвет. Вечером можно приготовить. Еще немножко масла добавим. И желательно, все тоже немножко добавить куркумы. Желательно на лук. Вот куркуму чисто добавляем, что цвет лука был красивым и аромат был куркумы. И она бывает быстро превращается в золотистый цвет. Вот лук должен дожаться до такого степени, она не должна хрустеть, когда человек кушает ее. Но аромат лука должна быть по-любому. Из-за этого нужно ее потушить хорошенько. Вот уже можно сказать лук. Какого цвета мы хотели, мы ее сделали. Красного цвета, золотистого. Еще минутка, и она готова. Можем ее поставить в сторонку. Заняться вторым процессом. И одновременно вторым, самым главным. Готовить рис. Я люблю с рисом работать, это мне очень нравится. Рис такая вещь, она может на тебя обидеться. Она чувствует, живое же, само собой. Как с девушкой, нужно к ней хорошенько подойти, с ней немножко там ласково поговорить, чтобы она была красивой.
Из-за этого, если у риса не будет настроения, лучше к нему не подходить, оставить на потом. Да, рис вот для азербайджанского плова, она должна быть длиннозорной в первую очередь. В вторую очередь она должна взять себе, чтобы она томилась хорошенько. С каждого риса это невозможно сделать, там должен особенный рис быть. Или иранский рис, или может индийский рис, может быть. Не самый лучший рис это бывает в Иране и в Индии. Вот один из них вот называется вот это рис, тамаша, очень хороший рис. И очень хорошо берет она, когда она томится, она очень вкусно бывает, и аромат у нее хороший бывает. Из-за этого сейчас мы сегодня будем пользоваться этим рисом. Да, это рис называется сорт басмати. Вот рис, например, для азербайджанского плова, она должна хорошенько томиться, что она пришла в себя. А в узбекском плове, в узбекском рисе, у них томится все вместе. Масло, там, лук, мясо, она все вместе в кастрюлю собирается, и она томится. У них не бывает газмаха, который мы сейчас будем делать в шахплове. Это мы ее собираем в лаваш, или можно в тесто собрать тоже. И она должна постоять час на томлении отдельно. И гарнир, как всегда, у нас отдельно готовится, а на подачу она дается одновременно с рисом. Плов и рис должен быть рассыпчатый. Она, если будет прилипать, тогда это нехороший плов у нас считается. Может, вкусный будет, но нехороший будет. Наполняем воду и ставим ее, чтобы она вскипела. Потом добавляем рис, уже когда она бывает готова. На 1 литр стакан 250 граммовый хватает. А 1 250 граммовый рис стакана на 2 человека хватит. Некоторые рисы, да, можно обмывать, если вы не уверены, что она не будет хорошо томиться, и она будет прилипать. Вот сейчас немножко там вскипела вода уже, подошла, можно сказать. Сейчас можно ее посолить. Нужно обязательно попробовать соль, конечно. Вот вода вскипела, соль добавили, сейчас можем добавить рис. Рис должен вариться до 70%, а потом остальные 30% мы в духовке ее доводим. И обязательно, когда рис добавляется в воду, ее нужно перемешать, чтобы она не прилипла. Огонь должен быть средним. Слишком кипеть тоже сильно нельзя. Потом рис на себя обидится. Нужно ее потрогать чуть-чуть. Будет такая мягкая и одновременно не мягкая такая. Тогда уже она готова. И она, соответственно, я ее слышу, я ее знаю, она мне скажет, когда будет готова. Мы с ней так общаемся периодически. Нужно ее пробовать сперва руками, конечно же. А потом на зубок. Я же вам сказал, как с девочкой нужно с ней общаться. Сперва руками, потом зубами, как получится. Сейчас минут 15-17 она должна скипеть. Рис вот приготовилась, уже 70% она готовая. Нужно ее посадить. Насыпаем сюда ее. Нам нужно разрезать лаваш посередине, чтобы вот так оно выглядело. Лаваш нужен нам, чтобы он был очень тонким, вот в таком виде. А есть, например, в рынке некоторые лаваши, они бывают потолще. А толще лаваш не советуется при пользовании шахплова, который мы сейчас приготовим. Она должна быть тонкая, чтобы она хорошенько дала корочку красного цвета. И у нас говорится, вот, чтобы она должна быть с бакинским лавашом тонким. Сейчас мы будем ее мазать сливочным топленым маслом, чтобы она туда хорошо прилипла, и чтобы когда томилась, вкус сливочного масла, аромат, чтобы она все питала в рис. И она будет красивым красным цветом.
Мы добавляем основной иранский шафран. У них цвет бывает красивый, аромат бывает хороший. У нас на Кавказе, в Азербайджане, тоже есть такое же наподобие этого, но не такой красного цвета она может когда томиться быть с таким красным цветом. И она дает красоту и вкус, аромат азербайджанского плова с помощью этого цвета. Сейчас вот нальем кипяток. Вот здесь немножко осталось у нас. Нужно по-старинному делать. Сперва сюда, перемещать, потом туда. Сейчас второй процесс у нас. Мы должны сперва обмазать топленым сливочным маслом. Сперва кастрюлю помазать. Вот таким образом. Сейчас с обеих сторон сливочным маслом мажем лаваш. Хорошенько помажем. Как у нас на Кавказе, в Азербайджане говорится, много масла не помешает рису, плову хорошему. Вот так заворачиваем, ставим сперва пол кастрюли, дно. И потихоньку собираем верхнюю часть. Лаваш собираем в кастрюлю внахлёст. Вот так красиво, чтобы она выглядела. И когда при подаче, чтобы она была как в торт. Нахлёст. Вот таким образом мы собрали лаваш нахлёст. Сейчас сюда будем набирать наш прекрасный рис. Она чуть-чуть на нас обиделась, мы забыли про нее. Немножко поиграться, так скажу я, чтобы она хорошо была рассыпчатой. Немножко куркумы добавляем. Куркума очень хорошая, вы нашли, даже не знаю. Сейчас нужно рис наполнить в кастрюлю. Она должна немножко, когда наполняется в кастрюлю, она должна быть немножко рассыпчатой. И нужно ее вот так раскидать. Если вот так взять, кинуть ее, она прилипнет друг к другу. И хорошее томение не возьмет она в себя. Вот так рукой мешаем немножко. И, соответственно, добавляем в кастрюлю. Нужно добавить шафран слоями риса, немножко шафрана, чтобы когда ее будем резать, чтобы она была белая, красная, вот такого цвета, чтобы она была. Сливочное масло немножко добавляем топленого. Опять рис сверху немножко. Высыпаем ее вот так, аккуратненько, чтобы она на нас не обиделась. Еще немножко шафранчика. У нас шафран добавляется на много еды в Азербайджане. На питье есть такая еда, которая мясо баранина с картошкой, там, с каштаном может быть сделать. Они в горшке маленьким, глиняном горшке, она должна быть часов 5-6 томиться. Мы туда и добавляем тоже шафран. Шафран у нас много пользуется в еде. Масло сливочное немножко еще добавим. Вкусно пахнет. В
конце добавляем еще шафран. Чтобы, видите, осталось на суп. Добавить можно. Вот сейчас вот остальные лаваши, которые остались снаружи, ее нужно аккуратненько заворачивать в кастрюлю. Вот таким образом. Нужно весь рис закрыть в лаваше. Вот так она закрывается. Прижимать не советую вам, потому что рис может быть прилипнуть. Она немножко капризная. Я с ней давно работаю, я знаю ее. Нужно вот после вот так, когда закрываем ее красиво, нужно ее хорошенько плотно сверху крышкой закрыть. Вот так, таким образом. И ставим ее томиться на час. 180 градусов температуры. Вот так вот. Вот так, сейчас вот, которую курицу мы отварили до риса. Сейчас мы ее пожарим немножко так, минут 5, 6, 7 максимум. Чтобы хорошо она потопилась, мне нужно, чтобы она хорошо подогрелась. Потому что я буду жарить курицу, а для жарки курицы нужно, чтобы хорошенько казан подогрелся. И когда без масла ее греешь казан, когда бросаешь курицу, она сгорает немножко сверху. Сейчас сломаем яйца сюда. Чигиртуму можно покушать и без плова, если дома готовить ее сложно будет. А начинка чигиртума она быстро готовится и вкусно бывает. У нас ее пользуются на завтрак. Тоже можно давать ее. 5 штук яиц хватает на это все. На среднем огне нужно жарить курицу. На среднем огне. У нас в Азербайджане, когда готовится блюдо, мы специями, как в грузинской кухне, мы так сильно не пользуемся. У нас чисто должен быть вкус самой еды. Для этого мы готовим чисто солью, перцем и немножко добавляем. Если нужно будет куркумы, шафрана. Как вы видели, мы соль не добавили в курицу. Сейчас нужно солить курицу. Немножко поджарится она. А если воду добавляешь, можете бульон, нужно будет себе отдельно ее приготовить. Чтобы два в одном не делать, отдельно нужно ее солить. И чтобы бульон до хранения без соли, она бывает еще лучше. Вот такими кусками режем помидоры. Немножко черного перца для аромата. Сейчас мы вот это добавим, лук, который мы обжарили сверху. Вот так. После лука обязательно добавляем помидоры. И для аромата обязательно добавляем немножко сливочного масла. Вот. Сейчас в этот момент нужно добавить яйца. Немножко посолим яйца. Вот так слегка. Сейчас пересолю я по-любому. И здесь соль добавляю. Вот таким образом добавляем яйца сверху.
Закроем ее крышкой, чтобы много не мешать ее. Минут через 2-3 она будет готова. На медленном огне. Вот у нас чисто случайно вот такие тарелки я нашел здесь у нас. Короче, вот это узоры у нас в Азербайджане. Считается символом Азербайджана. Называется она бута. А бута это очень в старине в Азербайджане была такая сказка, может быть, я до конца не помню, я просто вот приблизительно вам скажу. Это обозначает, когда человек в своем во сне видит что-нибудь, и оно происходит в жизни, да, вот так, где мы живем. Сейчас азербайджанский плов с азербайджанскими, так скажем, тарелочками, все будет, мне кажется, вкусно. Вот, курица, можно что уже готова, начинка нашего плова, чыгыртмы, как говорится. Я чувствую, да, я когда она зовет меня, моя прелесть. Вот так она должна стать такого цвета. Румянцево, да? Сейчас нужно у нас вот так ее поставить крышку сюда, чтобы когда поворачивали, чтобы она вышла. Лучше бы пользоваться обыкновенным алюминиевым кастрюлей, который продается в Ашан за 300 рублей. Сейчас не знаю, как она выйдет, красный цвет. Но лучше краснеть с алюминиевой кастрюлей. Вот наш плов готов, шах-плов. Это ставим в сторонку. Сейчас мы должны порезать плов. Вот наш плов готов. Приятного аппетита.